Здравствуйте, дорогие ученики! Поздравляю вас гордо, что вы прошли обучение первый ступень, отработали, прошли все занятия. Также поздравляю вас за обучение сердечной чакры, почти уже все занятия вы послушали. Мы приходим на третий этап нашего обучения. Это сила берегиния. Первый этап был первый ступень, второй сердечная чакра, третий сила берегиния. Это не только для женщин, сила берегиния. Берегиния берегает и женщинам, и мужчинам, и детьми, и взрослым. Мы есть тело, мы есть душа, мы есть разум. И как беречь надо телу, так и надо защитить и беречь свой разум. И также надо защитить и беречь свою душу. И все они нуждаются в восстановлении, отдыха и защиты. У вас сегодняшний день всех есть мобильный телефон. Когда у вас в мобильном телефоне 50% заряд остается, вы уже начинаете переживать. Вы ходите кого-то в гости, первое место думаете, если в гостях, где я найду зарядку, спрашивают, у вас нет зарядки для андроида или айфона. Вначале вы решаете этот вопрос, потом вы знаете, если телефон сейчас садится, вся информация, которая там находится, я отрываю мою связь с миром. Многие планы могут остановиться, потому что он часть нашей жизни. Также, как ваш мобильный телефон нуждается в зарядке, также нуждается зарядка наше тело, также нуждается зарядка наш ум, также нуждается зарядка, защита наша душа. Им в то же время нужно зарядиться, поэтому им телу нужно отдохнуть. Медитация, расслабиться, правильная еда, питание и дыхание. Уму тоже нужно зарядиться правильными мыслями. Когда мы сидим, мы должны просто ничем не думать. А когда мы хотим медитировать, мы все время думаем. Когда работаем, все время думаем. Когда мы с кем-то общаемся, все время думаем. Ум так может перегрузиться, что у него дальше нет возможности. Поэтому сегодня многие люди, ум не защищен. Они постоянно диалог думают. Поэтому больше и больше психиатр, депрессии и психологи нужны. Как компьютер есть определенный запас памяти, когда компьютер перегружается, то уже может выключиться. И также голова может не выдержать, если он не защищен от ненужных мыслей. Мысль, когда пришел, в тот же момент надо его убирать положительно. Отрицательные мысли пришел, его надо менять положительный. А это может только тогда, когда вы умственно защищены. Поэтому иногда надо медитировать и просто ничем не думать. А те люди, которых нету защиты ума, берегиня ума, они защищают ум этих людей, ум постоянно перегружен, они не могут медитировать, они не могут молитву читать, они не могут сосредоточиться, они не защищены. И больше мусор становится в голове. И человек агрессии, это мусор хочет бросать на других. Рассуждает. Поэтому он вынужден рассуждать, вынужден спорить, потому что ему это надо куда-то бросать. Другой хочет это или не хочет, ему надо этого разгружаться. Это уже вторичные последствия. Первое, нет защиты. Берегиня ума не защищает. Третье, есть душа. Когда душа не защищена, человек постоянно трусливый, боится, переживает, волнуется, бегает, потеет, плачет, боится. У него нет защищенности на уровне души. Поэтому мы иногда защищаем только тело, пистолет в кармане купили, или охрана себя носили, или сильный человек носили, или только ум, думаем, книги ум не почитаю, я умом стану сильным, или душей, думаем, я в душе сильный стану, храбрость появляется храбрыми людьми, это недостаточно. Это в первую очередь должно быть внутри нас. Откуда оно берется? Матушка земли, мать, и наш родной мать дает нам защиту нашу физическую телу.
чем больше мы связаны с Землей, энергия Земли, канал Земли открытый, тем больше мы защищены физически. У нас крепко стоят ноги, мы не падаем, переживаем любой нагрузки, стрессы, не будем дергаться. Эту тело будем любить, когда его никто не любит. Когда есть это стержень. Кого нет, он в маленьком стрессе хочет себя уничтожить. Другой вопрос. Ум. Кто умственно сильный, его никто не может зомбировать, колдовать. Никогда. Никто не может вас вашим умом пользоваться и вас с вами поиграться вашими эмоциями. Когда у вас ум работает хорошо, эмоции не будут работать, поэтому ум должен защищен. Наш женский род, наши таланты, качества, когда пробуждены. Женский род, канал полностью, когда открыт, мы защищены, наш ум защищен. Третье. Она дает таланты. Это есть защита. Свойственно сегодняшний день умственная защита нужна больше, потому что все ваши соцсети, фильмы, кино, телевидение, реклама, все хотят вам делать своим слугам, зомбировать вашу голову. Люди теряют голову, пока не проходит себя, уже много денег потратили. Все превращается в бизнес. Платная стала наши новости, платная стала медицина. Чухают, что хотят. Вся реклама, 5 минут вы смотрите, идете в супермаркет, покупаете то, что вы в рекламе видели, хотите или не хотите. Мизенфорте, Новый год, реклама, Мизенфорте, наверное, надо убирать, я не буду конкретный. Например, возьму, вы видите реклама, там пиво, футбол, чипсы. Какое оно имеет отношение к футболу? Там молоко должно быть, витамины должны быть. Нет. Завтра вы видите футбол, вам захочется пиво и чипсы. Или стол накрыт, какие-то ферменты вам. Вы стол накрыли, думаете, в нашем столе какие-то таблетки не хватает. Переваривать эту пищу. Так оно действует на ум. Кто умом? Кого есть ум, берегиня, защита женского рода, канал открытый, то на него это ничего не будет действовать. Третья – это сила души, сила духа. Сколько наша душа осталась связана с сверхдушей. Душа – это самый большой элемент. На душе нет греха, нет времени. Все грехи, все карма, все проблемы у нас есть на теле. Тело болеет или страдает, если мы нарушаем земные законы. Когда мы нарушаем космические законы, наш ум страдает. Говорит, сошел с ума. А душа никогда не страдает. На него никакие бремя, кармические законы не действуют. Он меняет тело. Поэтому на уровне души самая большая защита. Когда душа соединяется с сверхдушей, вся карма загорает. 50% карма загорает, когда поднимается кундалини. 50% остальное загорает, когда душа соединяется с сверхдушей. Внутренняя связь своей душей, своей энергетики. А связь души и сверхдуши всего 2 шагов к просветлению и освобождению от всего страдания. Поэтому третья сила берегиня – это сила, когда сверхдуша. В ведическом писании это называется мать Вселенной, Вселенская мать. Я слушал православных, называется Царица Небесная. Это сила нашей души. Это наша сила, которая божественная часть находится в всех живых людях. Это душа. Это, если Отец, Абсолют, это Отец, Он сверхдуша, то наша душа его дочка. Мы маленькая душа, мы его ребенок. Он наш Отец. Поэтому эта душа и есть дочь Абсолюта. Это есть берегиня, которую Он вместе с нами отправил. И Он эта сила Абсолюта берегает, защищает нам. Он нам, ангел наш, защита нашей души, дал с собой, когда дал тело и разум. И душе есть сила спасти тело и ум. Поэтому эти 3 силы, когда 3 каналы, канал души,
Канал женского рода – это ум. И канал земли – это тело. Они все три вместе, когда у вас открываются, это называется сила берегиня. Канал реки у вас открыт. Канал реки – это связь души и сверхдуши. Теперь надо канал открыть, который защищает вас, берегает вас, душу вашу. Эта вселенная дана защита на уровне 8 чакры. Эта вселенная Бог нам дал наш ангел, наш защиту дал нашу душу. Эта защита находится в канал души, в этом теле. Канал женского рода, она нам защищает наш разум, дает сильное намерение. И канал земли дает стержень. Когда душа имеет стержень от Бога, ум имеет стержень от всего женского рода, и тело имеет стержень от матушки земли. Это три женские силы. Сила, мать вселенной, которая в этой вселенной защищает все души через канал души. Вселенная женского рода, которая своей мудростью, своей силой, своей огромной, можно сказать, мудростью дают нам победить над нашим разумом, кто никто не влез без нашего разрешения, никакие мысли не могли на нас лезть. И третья сила матушки земли. Эти все три силы раньше славяне имели. В славянском языке его называли сила берегиня. Обереги были, вышивали, молились. И потихоньку эти знания потерялись. Я многому учил в Индии. Но когда я в прошлом году, одна девушка из Тернополя мне дала литература по силе берегиня, четкую берегиня. И тогда я понял, что вы так правильно называть сила берегиня. Это практика и мужчинам помогает, и женщинам, и подросткам. В женщинах эта практика вызывает женственность. Мужчинам эта практика сила берегиня вызывает защищенность, храбрость. Он получает опору от женщин. Потому что каждый мужчину рождает женщина. От него мужчина делает она. Когда он получает опору от мамы, от жены, он становится мужик, он уважает женщин. Когда мама не дала опору, жена не дала опору, мама использовала за свой целях ребенка, и жена такая же нашлась. Это мужчина, я не могу представлять. И он тоже со временем, после 1-2 раза, когда с ним так поступает, он таком привык, и он уже женщин не уважает. А когда мужчина женщинам не уважает, его женщинам не везет. Такие мужчины разводятся 1 раз, там ребенок оставили 2 раз, 3 раз. Никак не складывается внутреннее доверие и уважение. Я вам обещаю, мои дорогие мужчины, после силы берегиня у вас обязательно внутреннее отношение к женщинам поменяется и женские отношения к вам. И у вас будет больше партнеров в бизнесе, доверия будет больше, вы будете уверены, настроены, и женский пол будет вам давать стержень. Потому что вы внутри это уберете. Также женщины, я вам гарантирую, получая эти 3 силы, 3 гармония, вы эту гармонию можете передать своему сыну, дочку, своему мужу, чтобы они имели это стержень. Поэтому это одна из еще больше глубокая реализация
в практике рейки. Третий этап практик сам себя целитель. Это факультеты, рейки терапевт, мы теперь уже это факультет называем со сентября. Факультет рейки терапия вы можете постепенно раскрывать себя и свои способности. Первый раскрывали способности просто рейки, второй вы открывали сердечную чакру, теперь мы открываем баланс тела, душа и ума. Поэтому я вас поздравляю, шаг за шаг, ознакомимся с собой. Дари Божьи, божественные дары, которые Он вложил в вас с рождения. Он уже вложил. Вы уже учитесь. Разрешайте себя раскрыть эти дары. Приближаться с собой. Богатство, которое находится внутри вас. И это богатство делите своим родным. Живите в счастье, в любви, уверенностью. Уверенный человек никогда не нервничает, не злится. Он душевный и сильный, и мудрый. Душевная сила и мудрость объедините в себя. Проходя этот курс, будут 9 занятий. Также будут 3 посвящения. Канал Земли, берегиня, защита, как она защищает нас. Канал женского рода, как он защищает наш ум и наши таланты, мудрости. И канал души, Мать Вселенной, Царица Небесная, как она защищает наши души. Говорят, это человек без души. Нет, мы человек душевный, сильный, храбрый и мудрый. Поэтому приглашаю вас всех 12 июня на обучение. И потом также у вас будет индивидуальный кабинет, классрум, и будете вы проходить 9 занятий. Также у нас будет середины и конце занятия курса для вас. И встреча на Zoom. Жду вас, удачи вам, желаю вам успехи и удачи и гармонии в душе.